Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Месяц Зульхиджа – благословенный месяц, месяц, которого возвеличил сам Всевышний Аллах Тааля. Этот месяц настолько благостный, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, самые значимые дни перед Всевышним – это первые 10 дней месяца Зульхиджа. У пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, спросили, а есть ли еще по значимости такие же дни? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, нет. Выше этих первых 10 дней месяца Зульхиджа перед Всевышним по значимости нет в этом мире. Поэтому, дорогие друзья, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, этот месяц Зульхиджа выделял поклонением. Даже Аллах Тааля в Коране клянется первыми 10 днями этого месяца. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, выделял эти дни поклонением, усердствовал в поклонении, ночные молитвы. Он выделял многократными поминаниями Всевышнего Аллаха Тааля, а также первые дни, особенно среди первых дней, день Арафат. 9-й день Зульхиджа, в этот день пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, проводил в посте. Пост этого дня, он является искуплением грехов прошлого года и следующего года. И перед Всевышним Аллаха Тааля в этот месяц каждое посеянное доброе дело, зерно добрых дел, зерно поклонений, оно дает быстро свои плоды. Также зерна, посеянные зла, плохих поступков, грехов и прегрешений, они тут же дают свои плоды. Поэтому нужно максимально постараться в эти дни месяца Зульхиджа увеличить свое поклонение, увеличить покаяние. В одном из хадисов Мухаммада, алейхиссалату вассалям, говорит, что нету величественнее дня перед Всевышним, в котором бы он прощал многих своих рабов, чем день Арафа. День Арафат, когда человек очищается духовно, очищается сердцем и приближается ко Всевышнему Аллаху Тааля. Это день, когда принимаются молитвы. Поэтому, дорогие друзья, давайте постараемся в этот священный, запретный месяц Зульхиджа провести его как можно больше в поклонении, в добрых деяниях, поступках и получить воздаяние, как в этом мире, в качестве радости, благоденствия, счастья и также милости Всевышнего Аллаха Тааля. Также и в следующем мире радостью, счастьем, райской обителью. Пусть Аллах Тааля наградит каждого из нас. Этот месяц, он очень великий, и Аллах Тааля сам его возвеличил. И ученые говорят, что одной из причин того, что Аллах Тааля возвеличил этот месяц, то, что в этом месяце собраны основные виды поклонений, такие как пост. Очень благостно является поститься в начале этого месяца, особенно в день Арафат. Также молитвы, также хадж, совершенный и умра в этом месяце, а также такое деяние, как курбан, когда человек приносит в жертву от себя ценное для него животное и раздает от чистого сердца, делится тем, чем его Аллах Тааля наделил, делится с неимущими, делится со своими близкими родственниками и улучшает свои родственные отношения. Пусть Аллах Тааля наделит каждого из нас своими благами, пусть Аллах Тааля сделает так, чтобы мы как можно больше сделали добрых дел и приблизились к милости Творца. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.